Я понимал, какую ответственность на себя беру, и в то же время знал, что это мое решение нарушает норму уважения к Грузии. Вместе с тем мне казалось, что мое избрание будет неким компромиссом, и мне удастся объединить людей. Но вышло, к сожалению, все наоборот. Выступления коллег в средствах массовой информации, обсуждения в социальных сетях, обсуждения на улице посредством проведения митингов говорила и обсуждалась та тема, что официальное народное собрание не будет, то есть я занимаю этот пост незаконно. Я согласился с этим мнением, потому что мое решение об обвинении людей привело, наоборот, к расколу в обществе. Еще больше уверенности у меня появилась после заседания Президиума Народного собрания первого, где, когда я попросил при обсуждении повестки дня, когда проводить специальное заседание Народного собрания Грузии, мои коллеги сказали, на чем вы основываетесь. Я сказал, это норма прописанного уважения, в какие степени необходимо проводить специальную сессию Народного собрания Грузии, на что мне коллеги возразили, что когда мы вас выбирали, мы уважение не брали во внимание, а вот когда сейчас повестку дня, мы с уважением должны работать. Я понял, что моими руками уважение к Грузии превратили некую разменную монету и предмет для каких-то политических торгов и интриг. Окончательное решение принял после того, как нас посетил посол Турции, Республики Молдова. И я посчитал, что посол страны, который является крупнейшим донором для Грузии, а их народ они называют братством для грузов, достоин того, чтобы председатель Народного собрания Грузии общался с ним без переводчика. Я попытался немножко изменить ситуацию, начал даже посещать курсы по изучению языка, но понял, что зачем. Зачем цепляться за эту должность и делать вид, в первую очередь перед сообществом, что она важна именно мне. Поэтому я принял это решение. Я, конечно, благодарю вас за ту поддержку, которую вы мне оказали, доверив мне этот пост. Но вместе с тем я должен уйти, и я уверен, что мой уход будет способствовать самому главному – укреплению авторитета закона, в данном случае уважения.